13. 13 детей. 13? Завопила я в крайнем изумлении. Да что вы говорите? Степан Денисов ничего не ответил, только еще беспокойнее завозился на стуле. И мне стало страшно жаль этого симпатичного человека. Я ощутил крайнюю необходимость ему помочь, но в то же время почувствовал и озлобление. Такое озлобление всегда бывает, если на ваших глазах кто-нибудь поступает явно неосмотрительно. Все эти мои чувства разрешились в неожиданном для меня самого восклицании. «Черт знает что! Да как же! Да как же вас угораздило!» Он выслушал мой неприличный возглас с прежним выражением усталости и заботы, улыбаясь только краем уса. В семье может быть от 1 до 18 детей. Я читал, до 18 бывало. Ну, на мою долю выпало 13. Как это выпало? Ну, а как же? Раз бывает до 18, значит, где-нибудь и 13 окажется. Вот на меня и выпало. Я быстро договорился со Степаном Денисовичем. Хороший кузнец нам действительно был нужен. Степан Денисович рассчитывал, что кузнецом он заработает больше, чем учителем. Наша организация могла пойти навстречу его расчетам. С квартирой было хуже. На силу я мог выкроить для него одну комнату, да и для этого пришлось произвести целую серию переселений и перетасовок. Правда, наши рабочие так заинтересовались столь выдающейся семьей, что никто и не думал протестовать. По этому поводу кладовщик Пилипенко сказал: «А я считаю, что это свинство. Уступить, само собой, нужно, а все-таки человек должен соображение иметь и расчет иметь. Живи, да оглядывайся. Скажем, у тебя 3, 4, смотришь, 5 стало. Но оглянись же такой-сякой. Посчитай, 5, значит, сообрази, следующий 6 будет. А то, как дурень с печи, никакого расчета». Но товарищ Чуб, старый инструментальщик, у которого было именно 6 детей, объяснил, что простая арифметика в этом вопросе ничего еще не решает. «Такое сказал, считай. Думаешь, я не считал? Ого! А что поделаешь? Бедность. Бедность. Вот кто дела такие делает. У богатого 2 кровати. Богатый себе спит и все. А у бедного 1 кровать. Сколько ни считай, а она свое возьмет. И не заметишь как». «Просчитаешь», — сказал кладовщик. «Просчет происходит, а как же?» — рассмеялся и Чуб, который, впрочем, всегда любил веселый разговор. Круглый и толстый бухгалтер Пыжов слушал их разговор покровительственно, а потом внес и свою лепту в дело объяснения подобных феноменальных явлений. «Просчет в таком случае вполне возможен. Главное здесь в дополнительном коэффициенте. Если у тебя 1 ребенок, а 2, так сказать, в проекте, то ожидается прибавление 100%. Расчетливый человек и задумается. 100% сильный коэффициент. Ну а если у тебя 5, так 6 что же? Всего 25%. Пустяковый коэффициент. Человек и махнет рукой. Была не была. Рискую на 20%. Слушатели хохотали. Чуба в особенности увлекала причудливая игра коэффициентов, и он потребовал немедленно приложения этой теории к собственному случаю. «Ох ты, черт! Это значит, если у меня 7 подготовить, какой же выйдет этот?» 7? Пыжов только глянул на небо и определил точно. «В данном положении будет коэффициент 16,6%. «Пустяк!» — в восторге захрипел Чуб. «Конечно, тут и думать нечего». «Так и дошел человек до 13, заливался кладовщик. «Так и дошел», — подтвердил бухгалтер Пыжов. 13 — это 8,3%. «Ну, это даже внимания не стоит». Чуб просто задыхался от последних открытий в этой области.